Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутске начался первый этап вторых международных интеллектуальных игр 2022. К проекту присоединились уже более 1000 участников из многих регионов России и нескольких стран. Первый этап в дистанционном формате продлится до 23 мая. Второй состоится очно с 30 июня до 10 июля. О целях и значении игр расскажет гость студии. Один из авторов концепции игр – Алексей Обухов, ведущий эксперт Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Сергеевич, здравствуйте. В этом году в Якутске пройдут вторые международные интеллектуальные игры. Расскажите, какая их основная цель и какое значение они имеют для школьников Якутии? Это очень масштабное мероприятие. Первые игры, они были в 2018 году, и они проходили очные. Они уникальные были тем, что впервые под одной шапкой были объединены мероприятия и соревновательного характера в области разных видов наук, и математики, и физики, химии, робототехники и так далее, и так называемых несоревновательных или связанных с сотрудничеством, когда ребята из разных стран в одно время вместе в командах что-то изучали, исследовали. И тогда это все происходило очно, а в этом году в ситуации, то, что мы научились с 2020 года, очень разноформатные будут вещи, связанные и с дистанционным, и очным, и гибридными форматами. То есть мы в этом случае форматы расширили. А ключевая идея этих игр – это то, что якутские ребята входят в разные формы коммуникации и сотрудничества с ребятами из других стран и регионов. И это очень важная история, потому что вариться в собственном соку, даже будучи в очень насыщенной среде, это менее обогащающий момент, нежели возможность взаимодействовать с ребятами, тоже чем-то увлеченными, но из других культур, других стран. Вы являетесь разработчиком первого этапа игр, который уже начался. Какие задания должны выполнить участники игр? Это этап, он дистанционный, он связан с тем, что ребята имеют возможность выбора так называемых исследовательских заданий открытого типа. Притом это задания в видеоформате, которые придумали в основном студенты, молодые ученые, увлекательные задания, которые при этом сам ребенок может привязать к местности. То есть в зависимости от того места, где он живет, будут свои результаты. То есть это не задания, к которым мы привыкли, что есть один способ решения, один правильный ответ. Это задание открытого типа, то есть результаты неизвестны, пока ребенок не проведет исследование. Мы понимаем, что исследования в одной территории и другой территории будут разные, разные результаты будут. Сам вопрос соблюдения правил исследования. И очень важный момент, то, что ребята имеют, с одной стороны, выбор, они самоопределяются, что им интереснее, и они могут также придумать, с каком уровне сложности они выполнят это задание, потому что задания могут модифицироваться самим автором. Не автором, а автором ответа, автором не задания, а автором, кто выполняет его. Также ребенок сам может определять, он весь марафон проходит или кусочек. То есть можно пробное действие, несколько заданий, это уже тоже хорошо. А можно увлечься, предоставляем такую возможность, и все 10 недель проводить какие-то исследования, и потом их собирать в некоторую мозаичную картину окружающего мира. Вы всегда говорили о том, что современная школа должна создавать условия для исследовательской деятельности учащихся. Легко ли это организовать в любой школе и что даст детям такой опыт в будущем? У нас достаточно много экспериментальных площадок, где мы реально с реальными школами это запускаем и организуем. Нельзя сказать, что это просто. И сложно здесь во многом с тем, что традиция педагогического образования, подготовки педагогов связана с тем, что педагогов к этому не готовили. Что проблема в основном заключается в практики и традиции самого образования, которые связаны с закрытым знанием. Что я педагог, я транслирую заданный набор знаний с правильными ответами, это совсем другая парадигма. Исследовательское обучение связано с тем, что ребенок должен не запомнить и воспроизвести заданный набор знаний, а научиться работать с способом получения знания, с использованием этого знания. И такая практика
Дети легко ее принимают. Дети легко берут, осваивают, включаются. Сложность скорее с традицией, которая вот в педагогическом сообществе, вот ее преобразовать не так просто, но тоже возможно. А как вы оцениваете роль Малой академии наук Якутии в формировании системы образования для одаренных и талантливых детей Якутии? Ну, надо сказать, что МАН такой один из лучших, наверное, региональных центров, который создал вот такую целостную региональную систему по выявлению, поддержке и, что очень важно, сопровождению детей, которые проявляют высокий уровень мотивации и таланта в разных интеллектуальных сферах деятельности. И он создал такую экосистему, то есть в этом случае разнообразных форм и по организации, и по предметной составляющей, где дети могут себя воплощать, как раз в том числе с большой ставкой на исследовательские и проектные методы обучения. И МАН – один из немногих региональных таких центров, который сразу поставил задачу выведения якутских детей на международный уровень. Не на вот региональный и всероссийский, а сразу на международный. Ну, понятно, что не всегда минуя всероссийский, но помимо всероссийского еще на международную коммуникацию. И, наверное, немногие регионы могут похвастаться, что их школьники регулярно участвуют в международных выставках научно-технического творчества, в международных экспедициях. Например, я ездил с якутскими школьниками в Мексику в исследовательскую экспедицию, а потом мексиканцы приезжали в Якутию и с якутскими школьниками здесь изучали культуру, природу и так далее. Так что в этом случае МАН имеет, ну, мне кажется, очень интересные формы организации и работает она очень системно. А давайте поговорим про этнопедагогику. Насколько, по вашему мнению, она важна в системе образования? Это один из самых непростых вопросов, потому что та традиция образования, институционального образования и народная система воспитания, народная педагогика, они в какой-то мере антагонистичны. Ну, потому что другой тип преемственности, да, что народная педагогика, она связана с естественным принятием младшим поколением традиций старших, и не с точки зрения, что старшие целенаправленно по методичке что-то делают. Известная история, что, например, в одном селе сохраняется какая-нибудь уникальная традиция импровизационного пения, но при этом есть музыкальная школа, где все учат по одним нотам, там, бег коней или еще что-нибудь. А к живому носителю никто не приходит и не перенимает у него эту бытующую традицию, и получается, что она не передается в настоящем варианте. И, в частности, мы надеемся и мы видим, что там, где школьники начинают изучать, опять же, исследовать в том числе вот эту свою исконную культурную традицию в ее изменениях. Это тоже традиция, это не то, что неизменно, это то, что меняется. Что это один из таких способов, когда образование может быть не в антагонизме этнопедагогики, а наоборот взаимообогащаться. То есть ключевой момент – это способ передачи. Когда мы образование перестраиваем и делаем его органичнее и ближе к живой традиции, изучая эту традицию, включаясь в эту традицию, тогда мы можем понимать, что это становится синхронизированными процессами. Конечно, живые традиции – это то, что чрезвычайно значимо во всех отношениях, потому что культура – это есть некое, ну, буквально смысл же это возделывание, да, но культура – это всегда некоторая нормативность. И очень важно нормативность не перестраивать, не изобретать с нуля, а все-таки продолжать, изменять, но находясь в традиции. Алексей Сергеевич, вы являетесь одним из основателей известной школы-лицея имени Вернадского. Какие идеи академика особенно актуальны в наши дни? Владимир Иванович Вернадский, вот в следующем году будет 160 лет ему, он был специалистом в огромном количестве наук, и его ключевой вклад – это идея, что наука будет двигаться не по предметности, а по междисциплинарному принципу, по принципу проблем, решения разных проблем, которые требуют синтеза и взаимодействия очень разных наук.
И вот эта идея междисциплинарности, мне кажется, одна из ключевых, которая сейчас чрезвычайно актуальна и для науки, и для образования. Та же идея, что образование разделяет предметы нашкольные, да, и не связывает их с друг другом, создает некую примитивизацию картины мира. И дети изучают физику, химию, там, биологию и так далее, но не познают, как устроен мир. И вот та идея, что мир устроен во взаимосвязи, что эти науки дают просто разный инструментарий с разных сторон смотреть на как устроен мир, вот эта идея, мне кажется, очень актуальна, идея Вернадского актуальна для нашего современного мира, образования и науки. Ну и, безусловно, его идея ноосфере в том плане, что научная мысль становится геологической силой, то есть мысль человека и человеческого сообщества начинает менять окружающий мир и вообще реальность, которая повышает ответственность человека за окружающий мир, за свое поведение. Мне кажется, тоже очень значимо сейчас. А могут ли сказаться санкции негативно на проведение и на развитие международных интеллектуальных игр? Мне кажется, что то, что мы, невзирая на санкции, решили проводить международные игры, это по-своему такой важный геополитический шаг, что когда все не все, но многое разрушается, разрываются связи и отношения, мы все-таки заняли позицию, и якутское правительство здесь, конечно, идет, с одной стороны, на риски, а с другой стороны, это очень гуманитарная миссия, да, что она сохраняет и развивает связи и отношения между молодым поколением на основе позитивного, да, на основе образования и науки, а не на основе идеи разрушения и разрыва отношений. А коротко, в конце нашей беседы, не могли бы вы что-то посоветовать родителям по воспитанию детей? Очень важно, что в нынешнем мире воспитание, оно связано с тем, что поддержание активной жизненной позиции. Это связано, что поддержка самостоятельности ребенка в вовлечении и его увлечение, и способность, что он организовал свою собственную целенаправленную деятельность. Целенаправленная деятельность связана с тем, что я жду, что он сделает то, что я от него хочу, а что он осознанно ставит свою цель и ее достигает. При этом при достижении реальность меняется, и надо уметь менять свое поведение в том числе. Алексей Сергеевич, спасибо вам большое. Благодарим за то, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Желаем, чтобы игры международные, которые вы проводите, прошли очень хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.